К грохоту токарных станков здесь давно привыкли. Затем, как будущие токари и фрезеровщики справляются с чертежами и изготавливают деталь, сегодня следит не только наставник, но и депутаты. Курс на импортозамещение взят, уверены здесь. Механик, автомеханик везде нужно. В любом производстве они нужны. В любом производстве есть такие станки. Если у нас болт сломается, он не бежит в магазин, а сразу станет, например, и изготовит болт, любой болт. В автотранспортном техникуме 1300 студентов. Есть 7 специальностей. Самые востребованные – техобслуживание и ремонт двигателей, организация перевозок, эксплуатация подъемно-транспортных машин. Много желающих стать машинистами локомотива. Студенты изучают технику буквально по частям. Депутатам показали уникальную техническую базу. Тут все понятно вживую и более подробно расписано, чем на компьютерной графике. Это намного лучше, чем за компьютером смотреть какие-то видео. Все-таки ты трогаешь, ощущаешь, понимаешь, как это все работает. Мы получили целый пакет федеральных инициатив. Главные вопросы повестки обсудили уже на заседании комитета. Так, первый вопрос коснулся изменений в 8-ю статью закона Республики о капремонте. Помимо основного перечня работ, строителям предлагается утеплять фасад, оснащать крышу вентиляцией, устанавливать автоматические приборы учета. Может быть, на один дом работа сделается меньше за эти денежные средства, но это будет уже функционально, как бы это изменение вносится для того, чтобы Кабинет министров имеет возможность, полномочия эти виды работ включить в программу капитального ремонта и чтобы они выполнялись за счет регионального фонда. Так, в этом году в Татарстане капитально отремонтируют 92 дома. На это из бюджета республики выделено 223 миллиона рублей. Только в Казани отремонтируют 62 многоэтажки. К слову, интересы жильцов председатель Совета многоквартирного дома сможет защищать и без доверенности. Будет достаточно коллективного решения. Такое изменение в проект федерального закона поддержали депутаты. Если решение собрания состоялось, его не нужно дублировать доверенности. Потому что доверенность – это очень сложная процедура. Не каждый найдет время пойти к нотариусу, оформлять документ, определять полномочия. То есть квалифицированно сделать это собранием проще. Ну, например, жильцы считают, что мусор не вывозился и решили взыскать с рекоператора какую-то сумму. И для этого всем нужно оформить доверенность. Ну, овчинка выделки не стоит. Сегодня в Татарстане специалистов для дорожно-транспортной отрасли готовят 99 учебных организаций. Ежегодно выпускаются около 8 тысяч студентов. Треть продолжают работать по профилю. Главные проблемы – капремонт общежитий, привлечение молодых педагогов, закупка крупногабаритной техники для мастерских. На средства грантов в прошлом году техникум приобрел КАМАЗ на 9 миллионов рублей. Есть желающие ребята из регионов ближайших обучаться в нашем техникуме, но отсутствие общежития. Вот вопрос этот депутатам был задан. Они обещали на ближайшем съезде обсудить вопрос капитального ремонта общежитий и параллельно затронуть строительство новых общежитий. Следующее заседание комитета по жилполитике пройдет также в расширенном составе с представителями комитета Госсовета по образованию. Проблемы учебных заведений будут решать вместе. Алия Хайрудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.